касающимися нахчийских племен. В письменных источниках встречаются и иные названия нахчийских племен: Цупаниц, Оу, Софина, Туски, Туши, от чеченского слова «центр», Двалы, Туалы. Резюмируя вышеуказанное, считают необходимо обратить особое внимание на эпохальную последовательность упоминаний нахчийских племен в письменных источниках с 3 по 1 тысячелетие до нашей эры. Конечно, стоит еще упомянуть, что в работах и Ахмада Сулейманова, и на картах, которые были описаны более поздние, более ранние периоды, среди чеченских тейпов были тейп Дзурцкуай, и было селение Дзурцк, которое находилось в Аргунском ущелье. Это ныне, если я не ошибаюсь, между Шаройским и Тумкалинским районом. Вот в этой области было. То есть селение, тейп, Дзурцкуай, и вот в совокупности это плюс дополнение к тому, что я прочитал вам. Вот такая вот ситуация. Так, вот как-то так. Я смотрю, разницы здесь, в принципе, нету никакой разницы, зачитываешь ты материал или нет. Здесь, короче, своя тема, которая идет. Мы еще немного, я буду отвечать на вопросы, точнее, посмотрим, ответить на возможные ответы на вопросы, и потом я уже завершу. Я смотрю, что здесь больше тематика идет совсем иная, пока мы говорим об истории. Идут темы совсем другие, параллельные, и мне проще говорить с вами на тему, которую вы обсуждаете, раз историческая тема иссякла себя или неинтересна. Давайте посмотрим, о чем вы говорите. Русские не разделяют такое мнение, мирный строитель. Какое мнение? Смотря какой чеченец, если он боится Аллаха и имеет нохчела, то да. Я смотрю, в какие-то другие тематики у вас идет тема. БН Мир. Как-то так. Вот в такие моменты, конечно, я вольно-невольно задумываюсь о том, это Day 5 семерок. Сейчас, походу, этот тейп является одним из вымерших тейпов. Маша. А тут как раз таки вполне возможно, что это так. Сейчас, сегодня, по крайней мере, еще у Ахмада Сулейманова, они, вроде бы он был или нет, я не помню, топонимии, но факт в исторических материалах оно есть. Старые вымирают, появляются новые, которые не хотят, чтобы их называли новыми. Ну да ладно, Дейла Куверш Нохчу, это, конечно, смешно. Шутка. Дейлах Куверш Нохчу, это, конечно, смешно. Ладно, вот, поэтому сегодня немножко... Да, такие моменты, именно когда видишь пассивность или рассказы о другой тематике, волей-неволей становится, ты думаешь, лучше бы я взял бы пару книжек, нашел бы интересный материал и опубликовал его. Ну, поскольку в среду не было, в пятницу не было, хотелось бы, конечно, хотелось пообщаться и поговорить как раз-таки. Я думал, что пару человек написали, что во время эфира будут интересные какая-то тематика, вопросы, но, как видно, местные внутренние разборки намного интереснее вам, нежели чем. Так что я посмотрю здесь по швам. Как думаешь, есть ли связь чеченцев с Древним Ираком или Сирией? Если ты говоришь непосредственно о хуритах и урартийцах, то да. Конечно, вполне возможно есть. Скорее всего, это тейп среди ваштура, так как это их вместе фиксируется, это связано с Сурзукхой. Ну, возможно, но сегодня, если это сказать, Башлам, у тебя Инстаграм твой профиль не продвигает, почему бы тебе свой профиль не создать?
Тиро 07. Я не знаю, о чем ты говоришь и что имеешь в виду. Не продвигает, потому что я не покупаю гифки, я не покупаю подписчиков. У меня только живая аудитория. Я, если прошу, там, отправьте, приглашайте побольше подписчиков. Во-первых, чтобы продвигать, нужно участвовать в разных конкурсах, гивах. Там нужно платить, там нужно оплачивать это все. У меня сегодня нету свободных настолько донейшенов нету, конечно. Если бы был бы нормальный донейшн, возможно, быть я бы и покупал. Рекламу покупал. Я знаю, что многие, я видел, что многие покупают рекламу, Инстаграм и так далее и тому подобное. Но каждый по своим возможностям. Я не пытаюсь куда-то лезть, как бы это объяснить. По мере возможностей все правила, которые есть и соблюдаются Инстаграму, я делаю. То есть я пишу тексты, я пишу почти что максимальное количество тегов на английском языке, соблюдая правила, сделал лейбл, открытый доступ, все есть. А есть, конечно, нордийские ублюдки, которые банят, которые там вечно плачут, отправляют, поскольку меня Инстаграм предупреждает и говорит, что вот этот человек там пожаловался, или вот этот человек там говорит, вот есть такие моменты. Поэтому ну, у каждого по-своему. Сегодня мне вот помогает пару братьев, которые взяли у меня разрешение. Я имею в виду постоянно теневой бан у тебя. Гивы это все туфта. От них гивов только банят или теневой бан кидают. Ты просто постоянно хэштеги публикуешь одни и те же Нет, Иро, я не постоянно одни и те же делаю теги, я меняю теги. А эти теги я постоянно закидываю, знаешь для чего? Я закидываю, чтобы продвигать эти теги, потому что, ой, ночи тейп, что я записываю, пытаюсь максимально это сделать. Пытаюсь менять, и каждого, допустим, на машины и остальные. Ну, допустим, я продвигаю ногчи чует, зурзук и так далее. Вот эти теги, которые необходимы. Сасана, Чачана, вот их я продвигаю. Я не знаю, если их не продвигать, не называть снова и снова, каким образом, по-моему, Хасан Бакаев говорил про Урал, то, что они были родственны нам народом. Башлам Санош, мне тоже кидают жалобу, брат. Уратийцы, хуриты, это нахчийские племена. Они родственные по крови, языку, просто государство, существуя параллельно с нахчийским. Нельзя в Инстаграм постоянно ставить одни и те же хэштеги, ставить под всеми публикациями. В основном из-за них бывает этот теневой бан. Ну, даже не знаю тогда, как продвигать. Каждый раз новые теги вводить. Так что да я могу и не закидывать вообще теги, если на то пошло проблемы яйца. Почему ты говоришь Тирвай, а не Тервай? Тирвай это самоназвание. Тервай это вот плоскостные. Мы на плоскостной территории. Литературным языком мы говорим Тервай. Они сами себя называют Тирвай. Если они сами себя так называют, мне проще называть так, как они сами себя называют, а не как я хочу говорить. Поэтому я считаю, что это уважение к ним. Они же меня не бушлам называют, а башлам. Вот так же, я считаю, так башлам. Почему-то и Серблой называют еще одним названием Сюльбарвай. Я не слышал такого. Серблой слышал, а Сюльбарвай и Сюльбарвай не слышал. Из-за чего это связано, не знаю. Башлам может с Арзамасом обсудить эту тему, почему он считает, уратийцы ушли из Кавказа на остров. Но это есть такая версия, что это две версии. Есть версия о том, что ушли туда, а есть версия, что отсюда, точнее, отсюда туда ушли, есть одна гипотеза. И вторая гипотеза, что с озером, с местности Ван, Нахчеван оттуда перешли сюда. Эти обе версии есть, они существуют. Но какая из них является наиболее доступной, правдивой, это очень сложно. Это все зависит, алейкум ассалам, это все зависит от того, где найдут реальный ковчег. Вот. Если мы связываем именно с термином, с народом Ноя, это зависит от этого. Конечно же, если бы гипотеза, теория
Марата была бы подтверждена, мы могли бы сказать, что отсюда уходят они туда, с Кавказа ушли на восток. Но данная теория подтверждения пока не имеет. Я знаком с Эрлой, и они себя называют Эрлой, а вот версию Ирва я только от тебя слышал. Ты ошибся. Эта версия существует, и я об этом всегда говорил. И про терлоевцев, которых я написал еще год-два тому назад, я точно так же определил, написал Терлой, Ирвай и Терлой на русском языке. Это древнее самоназвание, тут ничего такого нету. А если мы найдем реально, значит, с нашего Кавказа. Да, если найдем здесь Новчу, 78-23, если найдут здесь ковчег, то это обозначает, что отсюда расселились люди. Если там, то оттуда сюда пришли. И если мы, конечно, люди верующие, если мы верим пророку Нуху, алейхиссалам, верим в Священное Писание, то это так. А если же мы говорим по теории Дарвина, конечно, можно утверждать, что отсюда туда ушли. Обе версии правильные. Ушли с Кавказа, создав другие государства. Возвратились, 7 лет эмигрировали. Ковчег наш. Я не говорил, что ковчег наш. Это уже ваше высказывание. Сами Нохчи, какой бы они раньше не носили название, не имели царей. Все народы, отколовшиеся от Нохчи, ушедшие на все стороны света, создали свои государства типа Урарту и прочее. Ты, значит, глубоко ошибаешься, не встречаешься еще с теми Ирвой, кто знает свое самоназвание, а твой знакомый, скорее всего, этого просто не знает. Вполне возможно. Вполне возможно. Я, как говорится, говорю о том, что, вы знаете, есть научная терминология и есть обычные мерты сурхиала знает я. Простыл я, наверное. Про любовь говорить в моем возрасте не то, поэтому прошу прощения. Красный нос у меня как у алкаша. Вот. Как-то так вот. Вот есть. Сейчас, подожди, сейчас я скажу. Нет, брат с Европы, ничего подобного пока не доходило. Интересный археологический. Знаешь, про каких башлам? Не трогай его лучше, на носу опасно. Поэтому, башлам, продолжай в том же духе, все верно ты говоришь. Вот так вот, Лоша, по продвижению я бы рад, но время от времени есть официальная реклама, которую ты Инстаграм платишь. У меня нужно там оплачивать там, до $10, кажется, за один раз продвижение. Сам Инстаграм рассылает рассылки, чтобы подписывались. Вот это все, как говорится, финансовые затраты, и рекламу, когда делаешь, и политическую рекламу можно делать, и от этого в бан ты не попадаешь. В бан попадаешь, когда сам контент тебе показывает одинаковый, повторы показывают только в этом случае. Башлам красный нос — это недостаток черемши в организме. Черемша, да, может быть, черемшу. Надо посмотреть, где есть черемша. И завтра позабочусь о том, чтобы поесть черемшу, но я очень сильно сомневаюсь, что черемша может каким-то образом повлиять, красный ли у меня нос или нет. Вот. Черемша — это, конечно, хорошо. Интересно, те, которые в банках черемша, она является ли? О, огня, я саму. Кто это? Кто это? Что хотите? Да, я знаю, вы присылаете мне по данным, которые там комиссия какая-то, которая якобы там благодарит о том, что на Фортанге вывесили, благодарит за то, что был 900 страниц доклад. Кстати, Орстхоевцам там они перечисляют, кажется, вы можете посмотреть, на кого они причисляют вот этот доклад из 900 страниц и 75 карт. Они, исходя из этого, говорят, что неправомерность, они немножко не понимают, почему власти Ингушетии
и историки Чечни не отреагировали на их сказки, недовольны, крайне недовольны. С одной стороны, комментарии я тоже, в принципе, посмотрел. Очень такие смешные комментарии, конечно, там есть тоже касаемо этого доклада. И люди, которые приходят ко мне, всегда начинают говорить о братстве, начинают говорить о том, что нужно бы найти какой-то общий знаменатель. Вам бы надо пойти и прочитать вот этот доклад, который находится, эту статью, и посмотреть, какие там вещи пишут. Дэй 5 семерок, я думаю, что ты брат или сестра, я не знаю. Ирвай и Эрлвай – это одно и то же. Это одно и то же, не древнее. Это самоназвание, это диалекты. Эрлвай через Е – это литературный, плоскостной диалект. Ирвай – это горный говор, понимаете? Это от ирлоевцев, это горный говор. Это одно и то же, разница и Е. Никакой разницы нету в этом. Вот. Поэтому, когда приходят говорить о мире, когда приходит говорить о том, чтобы я там не говорил в своих эфирах, не говорил там Айдесер, не говорил и так далее и тому подобное. Ясы. Да, Оша. Да надо смотреть, да, так и есть. Тебе же пишут, что это древнее самоназвание. Позднее название из-за плоскостного диалекта. И просят, и говорят, и делают насихат. Почему-то мне, как всегда, это делают. Ну да ладно, это ваше, как говорится, желание. Так я и говорю, какая разница. Что понять у всех, где цари, короли и прочее. Да, мне один написал вот список тех, кто занимается фитной между нашими народами. И тот, кто хочет якобы узнать, пускай посмотрит фамилии на фортанге.орг, там написано, там фамилия якобы. Вот они занимаются. Ну, пускай вот разбирается, это не тебе, это тоже. Я понял. Башан, ты знал, что слово Кавказус переводится с английского как человек белой расы? Да, я слышал об этом. Слышал. Кавказиане, поэтому же назвали кавказиане. Это потом начали называть европеоидная там раса. А кавказианской расой называют. Некоторые в Америке до сих пор называют так. Вот. И только в России в советское время, кажется, ввели в обиход европеоидная раса. А так кавказианской расой называются. Европейцы в основном все. МСАДУ 33. Ты, наверное, не про тех кавказцев говоришь. Плоскостной диалект, большая часть его возник на основе предгорного диалекта. Предгорный диалект замечен Азамас 2009. Муравелли нас называл Кавказусом. Не только Муравелли, нас и Блюменбах называл тоже. Да, кавказианской расы так и пишут. Почему ты всегда трогаешь бороду? Ну, это успокаивает, это, как говорится, не знаю, привычка. Если были бы волосы, я, наверное, бы в волосах вот так делал. Но волос нету, и приходится бороду хоть иногда время от времени. Вот. А так-то, подожди, если тебе прям так уж мешает.
Если тебе мешает, что я трогаю бороду, у меня есть специально вот грабля. Вот такая грабля. Вот могу граблей вот так. Пошла. Бери чесалку и ей потрогай. Вот. Ну ты чуть-чуть опоздал, я и так это вот так вот вошла. Что Иерусалим для тебя? Иерусалим для меня важен, пока важна своя родина. В Иерусалиме так все бьются. Не время, не время еще говорить об Иерусалиме. Иерусалимус Тюльпанос. Арабские страны сдали его. Все арабские страны. Что может маленькая Чечня? Дубай, Саудовская Аравия, Катар. Все они могущественные, которые имеют огромные финансовые возможности, влияние. Если они не могут ничего сделать, точнее не хотят или не могут, дружат с ними, что можем сделать мы? Зачем чеченцы должны туда влазить? Это, конечно, немножко расстраивает. Так надо было, вошло. Ну вот, не знаю. Так вот и живем. Горные и предгорные диалекты возникли в одно и то же время. За вас. Диалект не появится. И пошла, где гости? Сегодня немножко люди походу устали. Люди изучают историю Древнего Рима, Древней Греции, Египта, прочей древности. Но Кавказ полон исторических и археологических богатств, но мало кто это изучает, к сожалению. МР глазами черкеса, брат, проблема не в этом. Лично для меня это очевидно. Личный эгоизм, незаинтересованность академии, разных академий наук, субъектов, потому что огромные кластеры захоронений археологов. Сегодня на Авито можно найти аланской, кабанской культуры, сарматской культуры, майкопской культуры, найденные чернокопателями исторические вещи, которые продаются там за 20, за 30, за 40 тысяч. То есть государство, которое должно было бы заинтересовано быть в этом, потому что каждая раскопка, все вот это, я видел пару раскопок в Кабардино-Балкарии, они очень нам серьезно этим занимаются, по раскопками, но в нашей ситуации здесь на Кавказе очень проблематична эта ситуация, потому что не выделяется внимание, а если и уделяется внимание, оно как-то расплывчато или сразу уходит куда-то там, в Ростов, может быть, в центр. Сегодня очень мало людей, которые глубоко занимаются как таковой всем Кавказом. Да и конфликты, сплошные конфликты, которые есть, и если кто-нибудь что-нибудь находит, вот, пытается к себе башлам хахал центр цехлер ваше все мощание эту цехлер сахава, к сожалению, не было возможности. Да, дольмены разграблены, башни, ну, просто очень многие, конечно же,
как говорится, места разграблены, очень многие места, и наша история, богатейшая история Кавказа сегодня рассматривается недолжным образом, потому что во всем мире нас представляют как кавказцев, как каких-то дикарей, террористов, бандитов, которые разбросаны по всему миру, или же конченые исламисты и так далее и тому подобное. Хотя должным образом, если обратить внимание, если получить образование, если построить музей, все найденное здесь выкладывать в музеи, причем уделяя этому огромное внимание, огромные финансы. Весь мир в основном держится на туризме сейчас, вот кроме нефти, на туризме. Все пытаются перестроить вот эту слезть нефтяной иглы. Посмотрите, если кроме как восстановления инфраструктуры городов, гостиниц, люди бы строили бы музей, люди бы строили бы вот эти исторические артефакты, выкладывали не в частных коллекциях, а вот именно государственных коллекциях, сильных под защитой государства. Мы ведь можем позволить, мы же банки охраняем с золотом, с деньгами, очень сильно охраняются камеры. Почему нельзя сделать то же самое с музеем? В музее там какие-то вещи, которые не столь значимы. Но вы посмотрите, чем живет Франция, чем живет Великобритания, чем живут нормальные страны. Они живут за счет э, туризма, за счет того, что они показывают свое историческое наследие. Мы что можем рассказать? У нас разграбили, половину вещей утащили куда-то в Ставропольский край, половину там по всей России раскидали. Еле-еле, если в загажниках находят, просят вернуть. Есть некоторые люди, которые просто-напросто не возвращают или не договариваются. Во время войны все расхищено, разворовано. Вот. Поэтому, если бы вернули бы все историческое наследие, если бы открыли бы музеи, Эрмитажи кавказские, я уверен, что люди, те, кто приезжает, туристы, они бы в первую очередь пошли в музей. Представляете, если музеи были бы забиты, если бы поехали потом на башни, потом поехали бы на природные исторические памятники, все это объединить, тогда туристически привлекательным становится. Ведь туризм это не только природа, понимаете, мы никогда не сможем заменить там Бали, мы не сможем заменить Швейцарию. Должна быть изюминка во всем своя. Вот. А когда этого нету, и мы пытаемся привлечь на Кавказ туризм, чтобы поменять стереотип людей, чтобы поменять у них понимание того, что было у нас там, что мы являемся всегда бандитами и так далее и тому подобное, нужно показывать свою культуру. Культура ведь это не только танцы, культура это не только литература, язык. А культура совокупности, туда входит все, начиная от музеев, заканчивая там танцами, стихами, литературой и тому подобное. Мы это пока достаточным образом не осознаем. Не осознаем. И проблема вся заключается в том, что мы имеется в виду как народ. У нас есть и чернокопатели, у нас есть и распродажи, есть, которые не покупают. А если даже вот некоторые говорят, а вот почему бы государство бы не скупает? Ну, во-первых, возможно, на это должны быть какие-то отдельные финансовые вложения, которые меценаты бы скидывались для скупок вот найденных исторических артефактов, если нечаянно наткнулись на них. Понимаете? Вот в чем проблема. Нету финансов, нету возможностей. Музей, музей и Министерство культуры призывали в прошлом году: принесите книги, принесите вот то, что у вас есть, давайте, запишите себя в историю, как принесли исторические артефакты. Но вот этого самосознания у людей, к сожалению, нету. И это хорошо ли это или плохо? Конечно же, плохо. Ну, а с другой стороны, людей, которые нашли это не специально, там, чернокопатели, а нечаянно нашли. Хотят ли они записать себя в историю своего народа, или же хотят на этом заработать? Тут уже выбор становится немножко иначе. Вот.
Правильно говорить галанчожский диалект. На нем говорят не только у Арстхая. А та версия, что коренные народы Кавказа родственны друг другу в прошлом, как-то я абсолютно согласен с этим. Абсолютно согласен. Автохтонные народы друг другу, алейкум салам рахматуллахи баракату. Автохтонные народы друг другу близки, родственны. Ну, что ты издеваешься, я тебе говорю, литературный появился на основе горного и предгорного диалекта, с горным, так предгорным. Верно. В этом правильно. Лыс уже в горах, тем более, там и так далее. Башлам, я просто на скоряк ответил Арстоевский. За вас я понял, братан. Если говорите в тему, то долго держать еще эфир я не смогу. Хотя сейчас уже пошла нормальная тема, интересная тема, но, к сожалению, возможности у меня ограничены. Тема диалектов, тема горных и миграция, перемещение, передвижение наших обществ и нашего народа, она очень интересная. И есть в основе своей две версии. Есть еще, конечно, и третья, нарнийская версия. Нарнийская версия, которая говорят, что новчий народ сформировался буквально в 17-18 веке. Конечно, абсурд, но они эти сказки рассказывают, поэтому чушь собачью, конечно, нести они могут. Но про дольмены могут рассказать сами адыги. Адыгам лучше знать про дольмены. У нас дольменов как таковой нет. А эфир с Азаматом будет, давно его не видели. Не знаю, если Азамат зайдет, то пообщаемся. Хотя на какую тему? Я последний его эфир видел по выступлению вот этой преподавательницы, которая там в Сунже, в городе Сунже там выступала. Он там говорил, что не стоит ее оскорблять или что-то такое, смеяться над той. Я, честно сказать, не считаю правильным, конечно, оскорбление людей, но, ну, как говорится, нужно смотреть с разной стороны этот вопрос. Если Азамат будет в эфире, зайдет, отправит, я, конечно, приму его. А так я никуда ни с кем не хожу, ни за кем не хожу. Но в это время Азамат вряд ли, обычно он рано выходит, и в четверг бывал, кажется, в эфирах. Я его давно не видел. Видел вот это его заявление, ну, насчет этой женщины. Честно сказать, энтузиазм этой женщины мне нравился, но кем бы она ни была, если она является там проректором, ректором, я не знаю, какая у нее там должность, я не знаю, но это немножко неправильно, недостоверно. Азамата с Бузиком разборки. Он так назван по району Галанчожский. Я не знаю, галайский диалект Яций, галанчожский ее диалект считается, правильно, галанчожский говорит диалект, галайский диалект Яций. Если бы он был бы галайским диалектом, то можно было сказать, что это от Галай. Но это галанчожский диалект. Вот, Цацпоча, Галанчож, Олсунахтах и так далее. У каждого по-своему. Тут с лингвистами немножко проблема, конечно. Первое, не уверен. Одна из версий, что от Галай, именно это очень притянуто. Почему-то вот это вот именно почему Галай-то? Галай тейп. Ну почему? Он же не галайский диалект. И почему Орстхоевский?
морг, а не галайский морг. Диалект этот как назвать нужно? Его правильно называют галанчорским диалектом. Ох, знаю я это, знаю. Кистинцы многие, майстой. Кистинцы сегодня это и майстой, и дышни, и тирвай, и ахкай, хачрвай, бармяш, вурсатигахай. Кистинцы сегодня разнано хильдиярвай, хильдиярвай там есть тоже. Поэтому разные. Мы еще минут 10 побудем и уже тогда завершим. Мелхи, конечно, само собой мелхи. Дышни, дженты, мелхи, тирвай. Майствай, хельдиярвай. Да. Азамас есть так. Эхке я сказал, эхке ношхуай. Ну, у нас же есть статья написанная, посмотрите. Посмотрите, там же есть. Кейбуш, сумцигацараза, но это кистинцы. Кистинцы это вообще общее название всех чеченцев, что знаешь. Просто оно вот закрепилось за ними, как историческое название, поскольку они там живут уже лет 220 лет, они живут там. Это все, 99% это все нохчи тайпы, которые проживают в Панкисе, в Ахметовском районе, которые переселились по разным данным. Есть данные, что в 1791, есть данные, что в 1800, и последняя версия, что в 1820. Вот. Вот эти три данные, которые мы находили по поводу Панкийского ущелья Ахметовского района. Но там 99 из 100 семей, все чисто нахчи, и одна семья тяч ирыю шахабяки галыбу или начукса. Вот. Одна семья там была. У нас был и там калинский часть, иры, входящий в Галанчевский район, говорили на галанчевском диалекте, хотя мы один тайп разные ущелья. Машлам Химоя, это шаройцы, они разговаривают резко отличительно от остальных шаройцев. Но ничего тут такого нету. Это Химой, Шарвай, это шароевские тайпы, одни из древних тайпов, одни из таких старых. По моим данным, они были там с 600 года нашей эры. Ну, нет, таких нет. Я по официальным данным Арзамас, поэтому. А так, что они могли там быть ранее расселены, это, конечно же, вполне возможно. Чего они хотят? Они сами не знают, чего они хотят. Хамаш Тупшон. Кто-то задонатил даже. Дукдиш, такой донат прислал брат. Дукдиш, шусун, нохчи вежари. Вот такой Хасан прислал донат. Хасан дал саил, донат дал духуахуэл. Огромное спасибо друзьям, братьям, сестрам, кто не забывает донатить, помогать нашему каналу развиваться. Вот такой добрый очень донейшн с сообщением отправил брат Хасан.
Вот. Мне вообще весь шаройский диалект нравится. Вот. О, и брат Асланбек задонатил. Асланбек, Аллах да сайыл, хаданат да духуахуэл, бодиснек эзашка соуда акил. Он даг мялях чунтер да сайыл доната. Так, ирони не говорят на голландском диалекте. Это ошибочно записано. Ну, короче, разборки, кто на каком говорит, это уже... Когда приходит донат, я бываю рад больше. Блаrenberg. Ваша, ну, вот сегодня то, что пришло полностью, сейчас я тебе скажу. Это вообще небольшие суммы. Вот все вместе взятое, то, что пришло, это 1286 рублей. Это вот все, если обобщить. И что многие думают, что там я от этого богатею. Нет, конечно же. Все это общем взятое. Это фактически 1 час моего трафика даже не покрывает. Ну, вчера, видите, 6-часовой марафон у меня был фактически. Ну, так, первую часть я оставил, а вторую часть я удалил. Ну, были на то, как говорится. Ближние кисты ингуши, дальние чеченцы. Да, есть об этом документы. Кисты образовались после того, как дзурдзуки помогли грузинскому царю, он подарил им некоторые земли. Ну, подарил это неправильно все-таки будет говорить. Я разговаривал с панкийскими кистинцами, если говорить о них. Многие земли они все полностью выкупили. Вначале расселились, но потом выкупили. Вот. Эти места не стоит забывать, что это было противостояние. До тех пор, пока в этом ущелье не поселились нохчи, кистинцы, ряд нападений, опустошительных нападений делалось со стороны Дагестана. И когда там появились новчи, уже вот именно через этот промежуток места уже прекратились, потому что они воевали и защищали эти рубежи. На Башлам-Веденском говоре вместо худяш душу говорят худш душу. Возможно. Сегодня у на нет говорят, а мы в Серноводском всем селом, а здесь представители всеми тайпами. Уже можно сказать свой говор серноводский. Говоры, диалекты – это очень болезненная тема. Что че, бля, рисковать дашь. Ну, кистинцы, более древнее название мы знаем, Дурдзуки, да, оно считается 3 век до нашей эры, по 1 век. И кистинцы появляются позже, и сами об этом, официальные источники об этом говорят. Поэтому, Иштхамаш Тухшун, да, но я говорю, в 600 году нашей эры. И Асланбек, опять же, задонатил. Асланбек, Аллах дал сиду, дал духуаху, дал будущник язычка солдах кылым өзіне. В Серноводске много героев живут. Я живу на 3 этаже. На 1 этаже живут 7 героев. В моем подъезде. Там такой монстр тягаться. Вошу, дедушку, делама. До того бирсуме ему, наверное, лет 80, если не больше. Тирвай тузбой, делама. Но мог мела гиллах дорши, мела дики уезди хази вокстагой. Массар вельвелу и массар сдику и ну, просто не человек, а золото. Так что тирвай живут по всем. Ну что ж, мои друзья, наверное, на сегодня эфир Даязя есть мясо.
Это не потому, что там я спать хочу или нет. Конечно, я все равно буду еще читать, писать. Но хотя было, когда в первой части было много времени, не говорили о важных, нужных темах, а когда уже нужно даяк сугар чайнаха, появились интересные темы, литературные, Урус Мартановский, Шалинский, Грозненский районы. Вот к ним относятся. Лайтовая версия. Да нет, дело не в лайтовости, просто какие вопросы, такие ответы. Заходили, много людей заходило. Но то ли, я не знаю, может быть, такая паника, хайп, что-то такое нужно, но сегодня немножко люди хотят более спокойно, наверное, провести. Не знаю, может быть. Все, Арчел. Ну, древние части. Вежери сон проблемы шумдации, чтобы просто скадвел хундаш, не подумайте, нет, там просто небольшие другие проблемы. Проблемы, технические духой. Наш хой солнцеги на пока там стрэнджер гучуэлвац. Стрэнджера я сегодня не видел. Черту чува нертан. Черту был стрэнджера, не было сегодня. Пошла, почему вся наша элита в основе из Назаирта была? Такой вопрос я вообще не ожидал, честно не знаю, как, что можно сказать про это. Вот. Гухой хазцен нохчу тейпду, яхер штейпду, кхеум да отца. Сейчас многим не понравится, но чего стоил один губаш? Губаш онахала. А так в разных селах многие тыры тоже стараются на своем говоре говорить, не только в Серноводске, хоть и не так много. Это не от этого зависит. Если компактно проживает тыра в одной местности, то им проще говорить и вести там на своем говоре разговор и сдерживать свой говор. Если они попадут в атмосферу, допустим, тыра проживать будут на теречном районе, они через определенное время, если не они, то их дети обязательно будут уже говорить натеричным говором, грубо говоря. Это зависит от местности, где ты проживаешь и как ты проживаешь, с кем ты проживаешь. Это очень, очень существенно. То же самое Аккайбу, которые проживают в Ауховском районе. У них то же самое произношение, оно уже не за счет того, что из Нахчибоиш, но за счет того, что по соседству вот эти есть кумыки, есть лакцы, есть они, и вот деформация звуковой или языковая деформация происходит. Терлой цена бусу бобош нохчу бош яхю штейпду. Вначале мне там рассказывали про то, что они все черные, такие смуглые. Когда я поехал на Тарлоевский съезд, Тыро съезд, в Тумкаленский район, ну, мало того, что человек, который меня повез со мной, поехал, он был сам рыжим. Когда я приехал там, обычный, типичный Нохчебукаш. Всякой разницы в шум ждать. Те люди, которых я даже не подозревал, что они тайпом Тыро, я увидел там, цен Нохчебу, Яхьош, Дик Вежрибу, он будет сказать, что они и тейп, который имеет за собой немало полевых материалов, подтвержденных полевых материалов.
Тут вне всякого сомнения. Терлоевские мастера, которые, Терлоевские башни считаются в Тукалинском районе одними из тоже XIV веков, XV веков считаются, со времен татаро-монгол считается. Именно татаро-монгол, прошу не путать. То есть с периода, что некоторые старые советские книги и документы, которые я зачитывал, говорили о том, что терлоевцы приняли вот эту архитектуру, башенную архитектуру именно от Аланского царства. Но это лишь теория, лишь версия, поэтому вот так вот как-то. Вы же сейчас начали, уже толпа начала подтягиваться, ардейцы, вождейцы. Но, к сожалению, я боюсь, что скоро, если вдруг отключится эфир, давайте я еще побуду чуть-чуть, пока он не закончился наш трафик, побудем вместе, пообщаемся. Я не... Поймите, здесь речи нету обсуждения каких-то тейповых тематик. Поэтому нужно понимать, нужно осознавать. Виктор Гладких. От Брода острова Чечень Нахчичева. Да. Да. Башлан, давай на отвлеченные темы для отдыха мозга. Да я и так на отвлеченные темы. Какие еще отвлеченные могут быть темы? Нет, МТ. У меня отдельно. У меня не безлимитный интернет, и он совсем не войнах телекомовский и не местный. Есть ряд мероприятий, точнее вещей, которые, так скажем, закрыты. Только близкие мои знают, как я это все делаю. Мне по просьбе один брат помог с войнах телеком, но, к сожалению, пришлось от него временно отказаться. У меня свой интернет, отдельный, не безлимитный, но есть такая тема. Странно, но всех секретов не могу довести до вас, потому что нарнюнкали, которые пытаются залезть вплоть до того, что почту, ВК и все остальное, поэтому мы пытаемся со всех сторон. Билайн, Юн безлимитка. Так скажем, корпоративная у меня сим-карта. Корпоративная сим-карта отдельная. Вопрос. Где маленькая кошка твоя? С чего ты взял, что маленькая кошка у меня есть? Брат Асланбек решил сегодня 3 раза брат Асланбек задонатил. Аллаху эту буэлха башлам нисундя. Дейресхил, Аллах дейресхил Асланбек. Нисундя я тхауш дуой. Так, по крайней мере, мы не пытаемся заниматься
разжигательством. Мы не пытаемся сделать так, чтобы мы потеряли свою национальную идентичность. Поэтому надо максимально пытаться объединиться, быть единым целым. А что касается справедливости, честности, не сванти ахаби, вайдарла, иншаллах, нет, не сванти ахчахдау, харцу, и звукдац. Да, многим не нравится, что я там именно веду национальную тему, национальную идею, которая у меня есть с объединения нашего народа именно только в этом плане. Но это у каждого свое. Каждый занимается тем, что пытается, как вам сказать, каждый пытается заниматься тем, чем он желает. Машлама, что ты думаешь про АллаТру ТВ, который про Аннунаков говорят? Не смотрел. АллаТру ТВ не смотрел. Я смотрю из телевизоров только один канал, это канал History, и History 2 я смотрю. А про Анунаков слышал, а то, что ты говоришь там, про кого там, что-то про Анунаков слышал, но, честно сказать, не сильно увлекаюсь этим. Это пока рано об этом говорить, Морз. Хотелось бы, конечно, хотелось. Стоит нам затронуть вопрос по происхождению, о тейповом происхождении, о диалектах. Мы сразу начинаем между собой даже грызться. В принципе, какого смысла грызться, я не понимаю. Во-первых, почему? Потому что есть 7 диалектов, 10 говоров. Все. Вот. Это уже как бы доказанный научный факт. Если бы были бы ученые, сидели бы здесь, которые бы еще доказывали свои теории, гипотезы, я могу понять. Вот. А люди, которые, в принципе, за всю свою жизнь прочитали одной толстой книги, начинают говорить, что тот или иной профессор это чушь несет, я знаю, что больше, что меньше и так далее и тому подобное, которым самим нету еще 20 или, грубо говоря, даже, как говорится, от горшка 2 вершка, вот с этими людьми немножко трудно. Они могут говорить о том, что они думают, считают, вот, потому что есть альтернативная версия истории. Можно ею придерживаться. Но альтернативная версия истории тебе нужно доказывать. Чтобы доказать, нужны археологические, какие-то другие документы, материалы, которые ты мог бы это все доказать. Вот. Мне бы, конечно, 8, 9, 10 диалектов, 10 говоров, там 10 наречий. Что бы это ни было, это богатство моего языка, моего народа. Для меня все это ночью. И это нужно понимать. Не чеченцы именно, хотя я знаю, что это бренд чеченцев во всем мире как бы идет. И речь-то все равно и чеченцы, и ногчи это одно и то же, но все-таки появился же какой-то чудик или дегенерат, который сказал, что якобы ногчи это вот название появилось от ногч Мохквай. Вот есть такие дегенераты, есть такие фитначи, которые занимаются сепаратизмом, внутренним сепаратизмом. Вот им как раз-таки нужно противостоять. Нужно противостоять тем сказочникам, которые пытаются дробить. И на уровне этого дробления они не переживают за то, что это тейп, будь то Акки, будь то, там, не знаю, Аухуай. Они не переживают за эти тейпы. Они не переживают за ихнюю, как говорится, долю. Абсолютно. Речь элементарна. Сперва раздробить, а потом поработить. И это нужно понимать, осознавать это все. И только в общении, и только в спорах, рассуждениях мы можем доказать истину или опровергнуть ложь и так далее и тому подобное. Вот. Мы собираемся часами, говорим на ту тематику, которая в принципе не столько и волнительная и важная.
Например, мы начали говорить о древности истории, есть версия передвижения, есть к кому мы относимся. Вот мы зачитали сегодня про савроматов, мы прочитали про скифов, мы прочитали, вот, грубо говоря, про дзурзуков, аланов прочитали. Это все в совокупности, когда мы обсуждаем вот эти народы, древние названия, мы должны, каким образом мы соприкасались, что делали вместе, допустим, с кемерийцами, там есть там, грубо говоря, был союз, общий союз был. Какие культуры на нашей территории? Это 5 культур, там, Майкопская, Кабанская, Каякина, Харачевская, ну, а вообще говоря, Северокавказская некоторые называют. Вот. И вот когда мы перечисляем вот эти все культуры, все языковые культуры, вот видите, сегодня версии уже научный мир начали уже конкретно изучать и говорить о том, что нахче-дагестанская языковая группа, она не соответствует действительности. И правильно будет говорить, если мы будем говорить непосредственно там, адыга, нахчийская языковая культура, а не дагестанская. С дагестанскими языковой культурой у нас, в принципе, как таковой общего фактически ничего нету. Какие-то слова общие, арабские там, или то, что мы там взяли у кого-то там персидские, но ни больше, ни меньше. По крайней мере, у нас общих слов, если мы там не взяли, взяли у Сюли, взяли там какие-то во время там бизнеса или во время торговли, экономических каких-то взаимоотношений, то больше таких слов должно быть тюркских. Почему? Да дело в том, что тюркская речь и тюркский язык был в свое время международным. Хотя вчера с Асланом мы говорили на эту тему, он не согласился. Он как бы у него своя версия по этому вопросу. Но у меня своя. Почему? Потому что тюркский язык фактически стал преобладающим вот с поселением, появлением здесь и завоеванием тамерланов фактически всего Кавказа. Вот. Это, как говорится, неопровержимо, потому что если мы задаемся вопросом, если мы были, как и правильно было вчера сказано, если там соседи, автохтонные народы были адыги и нохчи, ну, масла, вот примерно, что вот так. А на каком языке мы говорили с адыгами? На адыгском мы говорили, или же на нахчийском языке мы говорили, или же у нас был какой-то общий язык. Но сегодня мы говорим на кириллице и друг друга понимаем, мы на русском языке можем и с грузинами, и со всеми говорить. Общий язык это такой. И мы, когда начинаем обсуждать, какой же мы использовали, но мы знаем прекрасно, что из всего, по крайней мере, последнее использование нашего языка мы использовали. Смотрите, мы использовали латинский язык, мы использовали арабский язык, мы использовали грузинский язык, мы использовали тюркский язык, и сегодня мы уже используем кириллицу, русский язык. Какой же был древний, имеется протоязык наш, устный, который письменность мы не передаем, а устный язык есть на нашем языке. Допустим, если я начну, вот, как указывает один из братьев, написал пха, юрт, пха указывать это правильно, но дело в том, что слово пха, употребление этого слова, нужно максимально вести для того, чтобы мы могли продвигать свой язык. Но в общей литературной массе, там, допустим, когда ты говоришь, что такое помидор, многие, некоторые вообще даже этого не знают. Не понял. Это повторно, что ли, пошло? Асланбек. Нет, опять брат Асланбек задонатил. Асланбек, Аллах дал Сиду, Аллах дал Духу Ахват. Асланбек уже подряд 4 раза прислал донат. Дал Духу Ахват, дал Сиду, Аллах. Будисна Гезашка Солдак. Ойла слово тоже ойл, истый ойл. Если я не ошибаюсь, мы смотрели, вроде бы ойл это
Кажется, персидские или эритеши. Ну, это Бадарш О, правильно, помидор шел Бадарш О. Но я к чему хочу сказать. Чтобы вывести из слова, ассаламу алейкум, башлам, интересно, потомки адыгов, которых приняли чеченцы во время русско-кавказской войны, они помнят свои корни и свои происхождение? Конечно, помнят Заур Пачаев, Пачев. Конечно, помнят и знают это. Я, допустим, встречался с одной сестрой, она говорила, что обзою, абазины, и спрашивал меня именно, когда они переселились. И они знают прекрасно, да и им никто и не даст забыть об этом. Об ты, братья, о поддержке ошибаться, ослабех. Он Дерес Асламбекина и Сан Молновчи, она остал деш, Олоч Волчана Масан Аллах Рейс Хилшин. Ойл это чисто чеченское слово, не знаю, Заргупев. Так, дальше. Нерс осталось слово, Бодорш нет. Что-то я начинаю, вы меня сбиваете от строку. Очень много интересных тем, которые, блин, вы не могли раньше подключиться, раньше об этом говорить вместе. Халхидуин, да, ойл это не тюркское слово, ну, умеете разделить. Тюркский цабар, асам ойл. Тюркский ду цабар. Где же я видел, не знаю, ойла. Handlebar есть. Я слышал, то ли это уральское слово сказали, то ли это персидское, саму аламер это. Сейчас я уже точно не помню. Не могу сказать, что это вот однозначно где, но врать не стану. Где-то я читал об этом. В последнее время, после этих 5 операций, ты тут не так хорошо пашет, как пахал раньше. Все держать, да, ты все держать в голове не получается. Поэтому пха это используется, особенно сильно используется в Панкисии, абсолютно верно. Да не только в Панкисии, многие языковеды, лингвисты говорят именно пха. Используется, но нам нужно вводить эти слова в топы. Вот как раз таки, вот Тиро, но всем, я же как раз об этом и говорю. Когда мы хотим вывести в топы, мы же ставим хэштеги и закидываем через хэштеги его. Когда мы закидываем через хэштеги, как раз таки вот тогда мы уже непосредственно выводим в топы, чтобы люди они были узнаваемы. Но не всегда мы используем те слова, которые бы нужно было использовать для максимального распространения и изучения своего языка. Да, про черкесов, Черкези. Они знают свое происхождение, и тут нету ничего такого. Они хоть и стали частью нашего народа, гражданами нашей родины, да и сколько лет получается, со времен шейха Мансура они живут здесь. Много ли, мало? Мне сегодня с директи задавал один вопрос, много их, мало их. Видел ли внешне? Внешне они абсолютно не отличаются ни ногчи, и они говорят чисто на ногчи языке. Ногчи мата, без хочешь будешь, разница, шума датцига. Так что там нету никаких, что мы разные, нету вообще даже намека на этого нет. Типичный, чисто антропологический, кавказианский тип лица. Все один в один, никакого акцента, ничего такого нету. Вот. Большое или, ну, конечно, небольшое. По сравнению с самим народом, я еще раз хочу повториться.
95-98% это чисто ногчи населения. Чисто ногчи населения, это чистокровные исконные ногчи. А остальные, вот, которые нордийские ублюдки, старые дебилоиды пытаются приписать к чеченскому народу и оскорбить в тем самым Р1Б и так далее, тому подобное, который Клесов говорит. На 1000 человек это один человек с таким ДНК. На 1000 человек один. Вы представляете? То есть это небольшое количество. В процентном соотношении это вообще небольшое количество. Ну вот человек приехал, решил, вот ему понравилось, он попросил убежище. Мы же сами, вот сегодня многие смеются, вот вы приняли, что дашь. Многие, которые уехали в Европу, притворяясь чеченцами, сдались и живут в Европе, они точно так же сдались и попросили убежище. Почему Европа, которая сейчас дошла до этого, может принимать беженцев, оставлять у себя, давать им образование, давать им свой язык, это нормально? А то, что в древности ногчи принимали, там, давали помощь к сбежавшим или попросившим, там, я не знаю, по старым адатам в 14, 10, в 15 веках пришли к ногчи народу и попросили помощь, и ногчи им оказали и дали вот это политическое убежище. Вот это считается ненормальным. Это считается, что они ассимилировали ногчи. Нет, конечно же. Это дебилизм. Это только дегенераты так могут говорить. Почему? Потому что вы сегодня все хотите... Аллах, это бойл, хабашлам, не свонтя. Слабяк, здесь один брат спрашивает, Пайпа, я это не рей, уже, Пайпа, ноль у меня стоит. Если бы я это не говори, я это не дарю, я это пока ценца аслан бекибивац последний донатит тинег за последний час 4 раза. Кайцамуца я это не говорю, я это не дарю, сапюч плату уходится. Я даже не пытаюсь, просто некоторые суммы бывают очень маленькие. Некоторые даже просто аноним моя зима архара адиту. Прошу, так что вот эти вот ненужные разговоры не вести. Да, почему-то сегодня, я еще раз повторю, сегодня, когда уезжают в Европу и живут за счет, там, называясь даже не своей национальностью, я их не упрекаю, но все-таки потом сидеть в интернете и говорить, мы вот такие, а вы плохие, больше еще наговаривать на нас, это неправильно, сдаваясь и сдаваться дальше. Ну, это ладно, это как бы пусть на совести у этих людей будет. Но ничего плохого в этом я не вижу. А даты, законы наших предков, которые были мусульманами, прошу, я не времена джахилии говорю именно, которые были мусульманами, они великолепны, они демократичны. Мехкел, который был, это вы представляете, Мехкел это аналог парламентской республики. То, что пришла Европа и современный мир вот к некоторым демократическим преобразованиям, оно у нас было всегда. Оно у нас было всегда. В этом есть разница. И вот эти адаты, которые у нас есть, оно тоже является одним из важных частей нашей культуры. Сегодня, когда мы пользуемся дарами современного мира, мы же не говорим вонючие японцы, там, подлые немцы и французы, смешавшиеся. Нет. Ты такой чистокровный красавчик, но пользуешься вонючими французами, которые смешались, алжирцы, не алжирцы, там, марокканцы, не марокканцы. Но ты сегодня пользуешься лучшей парфюмерией, медициной, я не знаю, социалкой тех же самых французов. Ты наговариваешь на немцев, говоришь, что они едят свинину, там, Октоберфест устраивают и так далее и тому подобное. Однако сам выходишь и садишься в Мерседес. Потому что Mercedes, BMW, Audi одни из самых лучших автомобилей в мире.
Как? Когда ты сам ничего не изобрел, понимаешь? Ничего не изобрел. Да и не сможешь изобрести, потому что вот у тебя, ты просто-напросто тупой. Гордиться тем, что ты там, в принципе, такой-сякой, нечем гордиться. Если бы ты что-нибудь сделал бы для своей нации, для своего народа, тогда еще можно было бы говорить. Да, есть граждане Чеченской Республики, мы прекрасно знаем, пройдет 1000 лет, каждый ночью будет знать, кто пришел, когда пришел, и кто их потомок, и кто останется после них. А брать в жены или не брать в жены их дочерей, это дело каждого человека. Еще раз хочу повториться. Тот, кто говорит о чистоте, в кавычках, что, мол, вот вы ночью смешались, а мы и не смешались, и так далее. 1000 доказательств. 1000 доказательств тому, что вы лжете. Вот. Так что оставим вот эти ненужные нацистские высказывания нациков. Нацизм. Не национализм, а нацизм. Поэтому в Чечне есть такие места, где в прошлом делали оружие, шашки, кинжалы. Да, есть. Есть и делают до сих пор. Но по заказу делают. Ну, это немножко сейчас противозаконно. Имеется в виду такими вещами заниматься. Кузнечное дело, кажется, да? А оружейное дело, это все было, конечно. Силуай башла, ассаламу алейкум башлам, силуай, о, штайп халивой, силуай, цахазан сумасшайстам. Может, ты неправильно пишешь как-то? Вот. Зилуай хазасун, силуаем цахазасун. Салуай хазасун. А силуай не слышал. Может, есть я, может, пропустил я как-то это. Цахазак, цахаза выжрехнул, да? А Тагинский. Ну, у этого. Эта книга, у меня этой книги нету, хотя автор этой книги обещал, что подарит кавказское оружие. Там есть целые села, которые... Не целые села имеется в виду, а там есть и названия, имена этих мастеров, которые занимались оружейным делом. Вот. Так получается, что, к сожалению, каждый раз мы пытаемся Кирова тейп хозяин, Кировой. Да, сундагам садовуша. Такие маленькие тейпы я редко замечаю. С хазом может есть. Вот. Не знаю. Я, конечно, постарался бы, ну, вот жалко, что вы чуть раньше